Сегодня я хочу вам показать волонтеров города Якутска. Привет. Привет. Располагайся. Делать добрые дела – это приятное чувство. Всем доброе утро. Сегодня у нас 2 мая, праздники, выходные дни. И я наконец-то смог выделить время для одной темы, которая мне была очень интересна, которую очень хотел осветить. Вы знаете, что сегодня не самое простое время для всех нас, для всего мира, что тут все в одинаковой ситуации. И в это время самое важное для нас – это объединиться, помогать друг другу, не бросать никого в беде. Я считаю, что это всегда было особенностью русского мира, нашего человека. Под русским миром я подразумеваю объединение всех народов бывшего Советского Союза. И вот мое стойкое убеждение, мое мнение, что мы всегда придем друг другу на выручку и всегда готовы объединиться в самые сложные ситуации. И вот, как вы, может быть, уже догадались, сегодня я хочу вам показать волонтеров города Якутска, людей, которые в трудную минуту помогают нуждающимся. Я потому что только об этом слышал так вскользь, и я хочу сам посмотреть изнутри на процесс, вообще познакомиться с ним, с этой работой ребят более глубоко, ребят увидеть, и заодно познакомить вас, показать вам, ребят. Я думаю, что это правильно, это нужно, чтобы люди знали своих героев. И я стал искать человека, кто мне хорошо сможет обо всем рассказать. И меня познакомили с Лилией Соловьевой, пока еще заочно. Она координатор республиканского волонтерского штаба, знает процесс изнутри очень хорошо. И еще она ведет свой блог в Инстаграме. Поэтому как раз это тот человек, который в теме. И она, я думаю, что сможет очень хорошо мне все рассказать, показать. Вот, так что поехали, познакомимся. Сейчас мы едем, пока еще каждый волонтер должен сдавать тест на вирус. И вот сейчас мы с ней, она меня позвала чуть пораньше, поехать, до того, как ехать в волонтерский штаб, поехать сдать анализ на вирус. Вообще все волонтеры достойны нашего уважения, потому что люди, несмотря на свои личные какие-то потребности, интересы, то есть готовы потратить все свое свободное время для того, чтобы помогать другим. Лилия танцами занимается. Сейчас пока жду ее, решил немножко познакомиться с ее деятельностью. Прикольно. Оставлю ссылку на ее инстаграм в описании. Поддержите, заходите, подписывайтесь. Я как никто другой знаю, насколько важна такая помощь и поддержка с расширением аудитории. Привет. Привет. Располагайся. Меня зовут Лилия. Игорь, очень приятно. Да, взаимно. Покажи на секундочку себя. Познакомимся. Привет. Привет. А ты ждала, пока я тебе сообщу, что я приехал, да? Да. А я сидел, ждал, что ты выйдешь, и я что-то... Да. Я что-то думала, что... Я потом сообразил, что... Напишешь ты. Я вот думал, что да. Ты когда написал окей первый раз, я уже тут стоял. Да ты чё? Да. Это, едем сдавать анализ, да? На самый... На ковид, да. На ковид, да? Это вы все волонтеры должны его сдавать, да? Правильно я понимаю? Да. После деятельности, да? В конце как-то? Нет, во время. Как-то не до этого было, потому что работы, правда, очень много, и не успеваешь элементарно там в туалет сходить. Да? Да. 2 раза сдаем. Круто, поверните налево. Сегодня я сдаю, и через 10 дней надо повторить. А меня пустят там с камерой, интересно? А вот спросим на месте. Узнаем, потому что мне некого предупреждать. У меня есть контакт только девочки-волонтеры, которые отвечают за это, и все. Это в моем стиле импровизация. А ты, я что-то сейчас немножко в инстаграме посмотрел, ты там сейчас откуда-то в Якутск переехала? С Москвы, что ли? Да, я живу последние 2 года в Москве. Но у меня здесь живут родители, бабушка. Вы семьей сюда, да? Да, а там я жила, получается, с мамой и с детьми. От эпидемии, по сути, успели вырваться, да, из Москвы? Ну, не то, что успели, я заранее знала, что все так будет. Да? Да, я еще в середине. Я как начали школы распускать, я поняла, что, плохо дело, сын учится в школе, да. А я работаю. И танцами, да, занимаешься? Да.
И как ты решил волонтером стать неожиданно? Или ожиданно для себя? Нет, неожиданно. Просто, получается, я приехала, 2 недели мы сидели на самоизоляции. И 2 недели посидеть дома для меня это было, оказывается, сложно. Ну это активное, да? Да, я не знала, что это так трудно. Потом еще недельку я посидела, ну как бы я там делала онлайн-уроки по своей деятельности, все перевела в онлайн. И наткнулась случайно в Инстаграме у друга своего, то, что он, оказывается, состоит в штабе волонтеров. И все, я ему написала, помощь нужна? Он говорит, да, нужна. А мой друг, он как раз директор вот этого здания, Арена 31, который сейчас переделали вот под такой мобильный склад. Вот, и у них как раз тогда только все начиналось, и он говорил, ну, сказал, что помощь нужна, давай приходи, и все. И так незаметно я затесалась там и сразу стала супер ответственной какой-то, с меня уже столько спрашивают, да. И вот. Ну, прикольно, зато направляешь энергию в какое-то, ну, понимаешь, какое-то... Положительное русло, да. Когда понимаешь, что приносишь пользу, не просто так сидишь там, не знаю, дома. Да, это, конечно, молодцы ребята. Вот я как раз решил, что надо вас показать всех поближе. Да, Там... я в своем инстаграме тоже все, ну, в сторис выкладываю, всю внутрянку. А, в сторис у тебя, да? Да, посты я писала, но так, надо еще написать, кстати. А в основном в сторис. И приходили тоже другие, приходили СМИ. Телевидение, да, по-моему? Да, телевидение приходило. Нам вот в это здание, там можно развернуться, вот для машины. Забор анализов, да. Ладно, сейчас попросим разрешения на съемку. Для начала надо заполнить направление, правильно я понимаю? Мне кажется, у них есть списки наши. Ну вот да, мне кажется, вот не каждый может прийти и захотеть сдать. Не каждый по-любому. Интересно сделали, чтобы никто не садился рядышком с друг другом, по одному человеку на скамейку. Каждую скамью так заклеили. Вот такие вот меры на полу полоски, чтобы соблюдали дистанцию. У вас же не каждый может сдать, правильно? Тут нужно какой-то... Да, по договоренности организации. Волонтер откуда? Ну, штаб волонтеров, Каландаршвили, республиканский волонтерский корпус. Вот люди тоже достойны нашего отдельного уважения. Так, те, кто на передовой. Сверху, от меня не уходим. Еще повыше. Не морщимся, терпим. До мозгов. Не чихай. А мне вот говорили знакомые, что было такое, что анализ крови брали. Это же неправда? Вот всегда так брали слюну и... ПЦР тоже делает. Ну, там где-то кто-то писал, что типа кровь это неправильно брать, там все не показывает, а у нас берут кровь, ну, типа в России все неправильно делают. Вот мне такой... Не знаю насчет этого. А мне не проверить было, вот я решил... Спасибо. Спасибо вам большое за то, что вы с нами. До свидания. Как ощущение? Ну, чихни, ладно. Там прям глубоко, да? Ну, этот самый. Бедный мой ребенок. Вот результаты узнаем по этим номерам телефонов. И, оказывается, быстро все делают. То есть сказали, что уже в течение дня уже можно будет понять результаты. Зависит от загруженности лаборатории. То есть быстро. Слушай, ну это от загруженности, да. Потому что я, например, в Москве слышала, что там они и неделю могут. Да? А, ну делать, все-таки есть 10 много людей. дней. А еще же раньше лаборатории были только в Новосибирске. Они же направляли анализы туда. Вот с чем было связано. Появилась, да, здесь своя лаборатория? Да. Это получается за месяц такое развитие, да, получилось? Ну вот в медицине в этом плане, по сути. Какие больницы строят Ну, сейчас в Москве за месяц? у нас даже есть один застройщик, который лично больницу строит в Москве. Это я, между прочим, узнал из первых уст. Наш партнер, застройщик в Москве, они построили за месяц, они построили больницу. То есть это не какие-то там выдумки. Сейчас же много информационной, непонятной, хотел ругательное слово сказать. Да, я вот в курсе, просто у меня даже друзья в Москве, они ездили специально проверять вот это все. Ну, то есть, как бы, не верили и ездили специально на то место посмотреть своими глазами. И убедились, да, все как есть? Да. А то сейчас много желающих все облить грязью, на самом деле. Мне это не нравится, мне это.
Вот, например, мне один друг мой говорил, что типа в России все берут не анализ, вот почему я сейчас спрашивал. Типа в России берут анализ крови, мол, у нас неправильно берут. А на самом деле нужно брать анализ слюны, там анализ, вот как сейчас у тебя взяли. А типа кровь не показывает. Вот почему у нас такое маленькое количество вот, типа заболевших. На самом деле у нас много, потому что у нас берут кровь, берут неправильно. Вот так вот. Вот Николай мне позвонил, сказал, что типа ты хочешь поснимать. А у меня-то сегодня выходной, по идее. Ну, суббота, воскресенье. Да, он говорил, что ты сюда отдыхать Я должна. такая, да, давайте. Чё бы нет. Но все равно. Как раз ты не будешь занята всеми делами, я сможешь могу всё рассказать. Да. Что, в штаб едем тогда? Да, поехали. А где, куда? Нам сейчас туда, по Лермонтово опять, потом я тебе покажу, где повернуть. Так, вот у нас волонтерский штаб, но поставщик немножко задерживается, и вот собрались волонтеры, куча машин, нам даже припарковаться негде, это те, кто развозит. Здорово, здорово, ничего себе, да нет, как ты в маске все, блин, здоровается, и никого не знаешь. Ничего, нормально. Ты тоже волонтеришь, что ли? Ну, уже второй раз. Вот, байкеры. А, ничего себе. Да. Вы же... Здесь. Это, кстати, байкеры Якутска, знакомьтесь, вот. А, снимаешь, да? Макс, да? Ну, я ролик Короче, в прошлый раз возили на мотоциклах, но неудобно. Много не положишь туда. А, сейчас поэтому на машинах. сегодня вот на машинах решили. Ну, 50 адресов возьмем. Ага. Ты как? Круто, ничего, нормально. В том году еще хотел с вами встретиться, но вот работы было много. Сейчас в этом году должен быть посвободней. Ну, давай сделаем. Так что это самое, отдельно поснимаем, вот, ребят, ночные волки. Ну, Да? мы сейчас своих дождемся, потом подойдем. Я вас очень уважаю. Еще по Крыму помню. Это наш Здорово. президент. Виктор. А, да? Президент ночных волков, да, Виктор? Да? О, очень приятно. Нифига, какие люди. Мы все на машинах, и по одному, если хочешь, можешь с нами. Всем привет волонтерам. Не против, я снимаю сюжет о волонтерах? Вот сейчас привезли, да, то, что уже там уже расфасовано все? Ну, должно быть расфасовано, да, в пакетиках. Сейчас это все загружается на склад, а потом оттуда по машинам и волонтерами доставляются пожилым. Тележки сюда, ребят. Разогласен. Тысячу пакетов сказали, да? 1000? Да. Нет, еще не говорили. Все, значит, пока все перетащим, а там будет распределяться, да, я так Там понимаю, все все это будут считать, принимать, приходовать, так скажем. А кто сколько берет на себя, это люди сами определяют, да? Да, это зависит от машины, насколько машина большая, сколько времени у них. Могут ли они 2 часа поработать, либо целый день работают. Это откуда эта помощь приходит? Это оплаченные поставки спонсором. Спонсорская, да? Альфа-групп, да. Они закупают у поставщиков, то есть это все за деньги куплено, это не подарок. Ага. Вот. Закупают у поставщиков, поставщик привозит нам и потом для пожилых. Вот. А пожилые люди, они делают заявки на это, да, где-то? Да. Колл-центр, он уже перестал принимать заявки, потому что их приняли, 15 тысяч. Лимит уже Закончился же, да, я слышал, да, что мы под да. конец я успел, да, это все. А Но сколько? развозить мы будем долго, это еще как минимум неделя точно. Да? Да, конечно. Это что за здание? Это молодежный центр Арена 31. Вот как раз я познакомлю тебя с директором. Это Коля. Коля — это Игорь, Да, очень видеоблогер. Он снимает, нашу деятельность, короче, изнутри. Здорово, спасибо. Спасибо, нам очень важно, чтобы нас освещали и говорили о нас, потому что это добро тех ребят, которые сюда приходят бесплатно каждый день буквально работать, должно быть каким-то образом освещено, чтобы люди знали о том, что эти ребята помогают сегодня в этой ситуации всем нашим жителям и населению. А так, что могу рассказать? Молодежный центр работал как универсальное пространство для молодежи. Они здесь делали всякие свои мероприятия в лучших временах, да? Но в связи с вирусом все это дело, конечно, остановилось. Ну, понятно. Но мы быстро сориентировались, и наше помещение идеально подходит для того, чтобы здесь сделать некий склад. У нас есть открытые большие ворота, у нас есть 2-й этаж, где можно устроить небольшой офис, где можно покушать. 1-й этаж у нас большой зал, 400 квадратных метров. И, по сути,
Вот все 1000 сейчас сюда не влезут, мы должны их успеть отсюда уже вывести, раздать людям, а потом уже встретить вторую партию. А, эта машина еще не 1000, да? Это Здесь? не 1000, нет, она еще приедет скоро. Прошу обратить внимание на наши флаги, они только начали у нас аллея флагов, да, это все наши друзья, те, кто нам помогает, общественные организации, предприятия. Мы вот решили сделать такую аллею флагов, она у нас будет пополняться. Это вот буквально мы повесили позавчера, потому что здесь у нас часто бывает и телевидение, и СМИ, чтобы была какая-то вот такая отдача. Есть люди, которые здесь постоянно работают при складе, при основном штабе в колл-центре. Есть кураторы направления, да, вы с ними тоже познакомитесь. Есть люди, это самое наше золото, те, которые волонтеры ежедневно к нам приходят, как я сказал. Вот они реально в поле, Они в полях, да? в полях, да, они полевики, и наши, это наше все. Мы их заставить работать не можем, они приходят по зову сердца, но есть люди, которые к нам исправно ходят как на работу каждый день, без опоздания буквально, да? Ага. И, ну, я думаю, что это наши реально герои. Так что спасибо большое. Спасибо вам. Может я помогу, потаскаю, а потом мы снимем. Ты продезинфицируйся. Первым делом, как мы туда приходим, мы все дезинфицируемся. Вот. Да, еще мы тебе меряем температуру. Давай, запястье мне нужно твое. 35,9. Точно не повышенная. Да. Значит, раскладывают вот так вот по 5 штучек, чтобы было удобнее посчитать. И тут у вас пересчет сейчас будет идти, да? Как этот процесс вообще? Вот, пришли сейчас новые заявки. Это те заявки, которые колл-центр собрал. Вот, и они уже разбиты по адресам, и сейчас девочки их будут комплектовать по машинам. В среднем одна машина развозит, ну, если это маленькая машина, то это 30-40 заявок, ну, или 20-40 заявок. Если большая машина, то от 50 до 80. А есть же тут какой-то, два типа какой-то волонтерской помощи, что-то мне говорили, или что-то я путаю? Ну, изначально вообще волонтеры работали, помогали вот людям, пожилым, маломобильным, одиноким, которые, находясь на самоизоляции, не могли выйти на улицу. И волонтеры работали как на доставку. То есть сами что-то покупали? Им заказывали, да, продукты, они закупали по списку и привозили это к заказчику, и у него забирали, ну, денежку, сумму, да? денежку. Вот так работали. А это вот получается одна из акций, первая акция, продуктовый набор, и будет еще другая, ну, с которой мы будем работать, тележка добра называется. Это та акция, ну, где вот каждый может помочь и сложить продукты в специальной тележке в супермаркетах, докупить для малоимущих. Ну, допустим, я покупаю продукты себе, потом беру гречку, там, хлебушек и кладу тележку в эту тележку, да. И потом эти корзины уже будут развозиться по малоимущим, нуждающимся людям. Ну, я еще могу по личному опыту сказать, то, что люди, даже смотря мой блог, пишут лично мне, говорят, что вот мы в такой-то ситуации сложной, и мы понимаем, что мы можем помогать, имеем, в принципе, ресурс помогать не только тем, кто подходит под этот, да, по этим критериям, но также и остальным многодетным семьям, там, одиноким мамам, малоимущим. А тут какие-то отдельные критерии? Это 65+. Это все для пожилых, да? Это все пожилые, 65+, да. То есть, если семья малоимущая, молодая, уже под это не подходит, там нужны другие программы, да? Игорь, Дима. Не, на машине, да. Очень приятно. Так они же на машине поедут, наверное, на мотоциклах Вообще поедут. классно. В прошлый раз на мотоциклах возили, ну там по 3 штучки только. А в машину сразу там 30. А с трудностями же тоже получается в своей работе здесь? Различными сталкиваетесь? Я вот слышал, что и какой-то негатив даже бывает там иногда. О, Николай. Здравствуйте. Вот так вот, да, как мы там? Основные трудности — это, наверное, какая-то негативная реакция в социальных сетях. Как мы знаем, негатив, он всегда распространяется быстрее и проще. У нас продуктовые наборы укомплектованы разными поставщиками. То есть каждый поставщик делает свой набор. Главный критерий, чтобы это было все на 500 рублей. То есть они выходят разные. И когда пожилым людям доставляют разные наборы, там, ну мало ли, там подружки, да, они начинают созваниваться, сравнивать друг с другом.
И если у кого-то что-то там не доложили, ну кажется так, да, что не доложили, а у нее больше, а у меня меньше, и они начинают предъявлять претензии. Вот, и просто, ну, не доносится, видимо, до них та информация, то, что это просто 500 рублей. Вот, ну, и их тоже можно понять, потому что это люди пожилые все-таки, и... Но все равно обидно, когда ты тут и понимаешь, и как-то Да. неприятно, когда такой какой-то, Да, да? и по сути, наверняка многие думают, что ну это же фигня, да, пакетик собрать, что там подумаешь, пакетик собрали, привезли. На самом деле, вот чтобы такое обработать количество, да, вот ладно, хорошо, что эти расфасованные. Нам до этого привозили несколько партий не расфасованных, то есть это просто приемка товара, вот реально, как в огромном супермаркете. Мы не знаем, как этим заниматься. Я сама первый раз вообще столкнулась о том, ну, с тем, как работает склад. То есть у нас опыта нет. Конечно, у нас кипиш, конечно, путаница возникает, человеческий фактор. Бывает такое, что при фасовке там что-то не доложили случайно. Люди устают, потому что мы работаем с утра до вечера, и, ну, как бы, волонтеры, они просто молодые люди, которые желают помочь, да. Ну, это нельзя исключать, человеческий фактор. Всякое бывает. Ну, конечно, это Вот. же не роботы. И да, и вот за это прилетают претензии, потому что люди жалуются, они жалуются куда-то там в администрацию, администрация, соответственно, предъявляет Здесь корпусу, руководство, да? волонтерскому корпусу, да, а штаб, соответственно, предъявляет нам. Ну и вот так. И все это по ходу выстраивая, мы придумали вот такую конвейерную систему. Вот, например, вот эти столики, да, они у нас как конвейер. Ребята складывают товары таким образом, чтобы тяжелые были там в начале, а легкие здесь. И человек с пакетом идет, и сначала тяжелые ему Вот подают. так, это когда Да. вот перед фасовкой, да? Да, когда мука, крупы, там что-то, пряники, печеньки раз и чай. собрал и упаковал, да? Да, завязал и положил. А, То есть мы даже это сами придумали. Придумали поставить весы, чтобы сравнивать каждый пакетик. Ну, чтобы по весу они были одинаковые. Ничего ли Перед тем, не как забыли, мы их да? выдаем, мы их взвешиваем. а. И все это по ходу. То есть нам же вначале этого не сказали. Если бы нам сказали, что вот такая-то система работы, делаем так-так, проблем было бы меньше. А тут, получается, мы учимся на своих ошибках здесь и сейчас. Ну, надеюсь, это доставляет не сильные большие трудности. Нет. Ну, меня лично это сильно не расстраивает. Меня больше расстраивает, когда мои волонтеры звонят мне, девочки особенно, и плачут, что им предъявляют какие-то претензии. Она привезла пакет, а там бабушка стоит и ругается на нее. Вот это меня больше расстраивает. А так, все равно это помощь, все равно благодарных больше, и все равно, ну, все равно приятно. Да, конечно, всегда приятно делать добро. И быть частью какого-то большого дела. Да. Это, наверное, самое такое, знаешь, важное. Причастным к чему-то Да, такому да. весомому. Ну, спасибо вам, ребята, всем большое за это все. Пожалуйста. Спасибо тебе, что Да? снимаешь. Нет, ладно. Освещаешь. Сейчас поедем покатаемся. Это же только вот считает старт здесь, да? Да. Вот всей основной работы. А так-то еще все приключения, ну не приключения. Основная работа в полях у людей. Вот сейчас с ребятами поедем. Здесь вот у нас стерильная зона. Мы сюда пускаем только тех, кто здесь работает, в этом Ага. штабе. И здесь у нас ребята обедают. Обеды нам, кстати, предоставляют спонсоры тоже. Это рестораны, кафе нашего города. На этой неделе нас кормил ресторан Soul. Со следующей недели у нас будет ресторан Хьюстон кормить. Вот. Так что ребята помогают. Также у нас еще есть разные поставщики, магазины. Обеспечили нас дезинфицирующими средствами. То есть для того, чтобы вот эта арена функционировала, все равно надо же как-то это поддерживать. На это Конечно. деньги не выделяются, поэтому только спонсоры. Средства дезинфекции, бытовая химия, там расходники типа стаканчиков, пакетиков и так далее, да. Перчатки и маски тоже предоставляют спонсоры. Ну, какую-то часть предоставляет волонтерский корпус, да, какую-то часть привозят спонсоры. Вот тележки, например, нам супермаркет предоставляет, чтобы удобно было завозить, развозить. Но это тоже вот мы сами все придумали и попросили. Такая история. И вы же будете работать, пока не кончится карантин, да? Все равно что-то придумаете, даже если спонсоров. Хотя если спонсоров нет, сложновато, наверное. Не, ну, Конечно. Я не знаю, что дальше будет именно со стороны штаба волонтерского, но вот эти акции, как помощь малоимущим, мне кажется, они будут, да, на протяжении всего карантина. А может быть, это и дальше разовьется?
Возможно, это выльется в какой-то большой фонд. Было бы здорово, Но у да. меня, вот, да, мне кажется, так и будет, да, какой-то фонд. Так что всей этой ситуацией надо пользоваться, ну, в смысле, В хорошем смысле. да, в смысле, в хорошем Да, смысле, чтобы сейчас медицина должна развиваться и какая-то благотворительная деятельность, то есть если это даст толчок к развитию, вся эта ситуация, это же здорово. А я знаешь, считаю. да, что еще немаловажно? Здесь формируется команда. То есть через нас проходит очень большое количество людей, мы знакомимся, мы обретаем какие-то связи, мы начинаем узнавать друг друга. Вот у нас в штабе, например, уже сложился определенный костяк. Это очень круто, потому что когда у тебя есть команда, ты можешь не только здесь что-то организовывать, а в любом месте Расширяются получается, перейти, возможности, да, и что-то сделать толковое, и это очень прикольно. А еще мне очень нравится то, что участвует вот много общественных организаций, и у нас даже замминистра культуры сама лично развозила. Да? Да, они охотно помогают, они прям приезжают сами, дайте, мы хотим. И это тоже очень круто, когда, знаешь, уже нет такой иерархии, что типа это же Смываются границы высокопоставленные мира, да, чины. Да, здесь все на равных, все за одно дело. Это вот то общество, к которому мы надо стремиться, равноправное По идее. общество. А ты расписываться надо за каждый, Да, да? за каждый просто они взяли. Все под роспись, правильно, да, под расчет. Те, кто ребята первый раз пришли, проходит инструктаж. Меня зовут Валя, я являюсь координатором республиканского волонтерского корпуса. Как вы все знаете, у нас по всей России идет акция «Мы вместе», организованная волонтерами-медиками и Общероссийским народным фронтом. И в рамках этой акции у нас идет доставка однократной продуктовой помощи. И еще, помимо этого, еще есть покупка лекарств и продуктов за счет заявителя, но бесплатная доставка. У нас есть два штаба, около Андрашвили, это основной штаб, и здесь, на Халтурина 31. Здесь мы работаем только с выездными группами. Мы придерживаемся дистанции 2-3 метра. Вы оставляете, вы оставляете и отходите. Только после того, как вы отошли, заявитель забирает пакет. Вы сейчас получите заявки. Заявки смотрите, там написано адреса, дом, квартира, фамилия, имя, отчество, номер телефона. Вы обзваниваете бабушек, представляетесь как волонтер. Здравствуйте, я волонтер Нина Ивановна, оставайтесь дома, мы едем в вашу сторону. А ты где сам? А вы, получается, сейчас разъедетесь и каждый сам, да, там будете гонять? Ну, мы по двое. Обои, да? Один Шурман, один. Спасибо тебе за рассказ. Удачи тебе в твоей деятельности. Ладно, всем счастливо, мы поехали. О, спасибо большое. Спасибо вам. Ну что, Макс, Ага. ждешь, поехали? А где второй? Ты? А, я второй, да? А, я думал, ты говоришь подвое, вы с кем-то уже. Сейчас машину перепаркую, где поближе в городе. И с Максом сяду, поездим с ним. Давно не виделись. Круто так вообще, встретились удачно. Я рад. Макс, он кузнец, я с ним познакомился, когда вот с кузнецами начал снимать о якутском ноже. Вот. И он еще байкер, ночной волк. А я с ним вообще давно очень хочу познакомиться, и все никак времени было не найти. Поболтаем, пообщаемся хоть. Он очень много всего интересного знает в плане истории. Он, по-моему, даже по образованию историк, если я правильно все помню. Очень много интересно все знает. И он, последний раз, когда я с ним общался, он устроился работать в библиотеку. Сейчас спросим у него, расскажет. Это первый адрес, получается, Да, смотри, у нас тут, короче, вот этот дом, со двора будем заходить сейчас. Я думаю, здесь машину просто запаркуешь. Вот. Здесь у нас раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь посылок. А, тут еще сортировано по адресам, чтобы можно было... Да, помнить, ну это как бы, если в один дом сразу, видишь, потом еще один дом много. А, круто. Хорошо, удобно, когда вот большие дома, там много Да, сразу. да, всё, сразу. да. Ездили мы на Халтурина, вот знаешь, вот эти вот ближе туда вот к строительному рынку. А, Там ну. деревяшки вот эти, так вообще жалко смотреть было. Да. Пожилые люди, но дома все такие старые. Так, у нас подъезды начинаются с третьего подъезда. Этот дом, третий подъезд. Перво-наперво, значит, берем. Ну вот тут сразу получается Надо позвонить, 75-я да, сначала? квартира, там двое.
Это из одной квартиры, да? они? Да, мы сразу, да, так. Алло, добрый день. Ага, Раиса Николаевна, да? Ага, вы дома сейчас? Пояркова 5, это волонтеры? Так, ручка у меня тут где-то была. Алло, добрый день. Валентина Ивановна, да? Это волонтеры беспокоят, мы вам привезли продукты. Пояркова, так, сразу тут несколько в одном подъезде. Сейчас всех обзвонить, да, и пойти туда. Ладно, все это обзвоню. Это в библиотеке там же, да, получается сейчас? И что вы оцифровываете письма фронтовиков? Да, мы у музея взяли письма, у них там хранятся в архиве. Вот, оцифровываем, выкладываем. Ну, именно сканируете, да? То есть как есть, да? Сканируем, Что? да. Сколько там, много писем, да, у них? Ну, мы пока вот 170 собрали. Потом еще в архиве есть там штук, наверное, 200. Ну и надеемся, что вот граждане будут Тоже своих что-то, да, дедушек, присылать? отправлять тоже. Ну, сейчас это как бы не только мы этим занимаемся. Ну, как бы просто поддержали эту тему. Так по России это все. Ага, слушай, здорово, да, вот это почитать так вот. Ну, интересно, там вот очень многие письма, они на алфавите Новгородова еще. Ты знаешь, якутский алфавит, только латинский. Так, А, вот, да, Смотри, слышал. значит, вот так берем. Так, у тебя перчатки уже одеты, да? Да. Вот антисептик, руки одеваем, перчатки одеваем. Ой, перчатки рвутся. Это что, каждому на машину такую пачку выделяют? Ну, там их должно, вообще по идее надо одевать. 50 пар. Да, 50 пар. У нас 52 посылки, поэтому нам дали 50 пар перчаток. То есть на каждую посылку по паре перчаток, Да, да? по идее так надо. Потом утилизируешь, ничего себе. Ну, корпоративные маски у нас. А, значит, на Волковские, нет? Да. Она у меня маленькая. О, прикольно. Значит, пошли тогда начнем с 6-го подъезда. Ну, вот, надо было тут стать. То есть нужно положить, поставить и отойти, да, в сторону? Я спрячусь. Здравствуйте. Продукты вот внизу. Без контакта. Татьяна Георгиевна, да? Ага. Вот вам. Ага. До свидания. До свидания. Николай Егорович, да? Здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста. Не за что. До свидания. И вот таким образом 22 посылки. Все подряд, конечно, снимать нет смысла. Главное было передать суть самой работы ребят. Я думаю, что все понятно. Так, ну сейчас самое скучное, все надо обзвонить. Здравствуйте. Здравствуйте. Все, пожалуйста. Спасибо. Не за что, не молите. Когда звонишь, приносишь, потом смс-ки пишут. Спасибо большое. Ага. Не успевает, мы же быстро все. Ага. Приятное чувство, слушай. Мне нравится. Все. Последний заказ отнесли. Приятно, такие все благодарны, на самом деле. Сейчас бабушка тоже так приятно отблагодарила. Так что делать добрые дела — это приятное чувство. О, Тем- Ну что, все мы, получается, сегодня закончили. Очень интересно было посмотреть процесс изнутри, вам показать, как это все происходит. Ничего сложного в этом нет. Приехал, взял, развез. Очень рад был встретить Макса. Вообще неожиданно и круто. Еще в маске машешь там, я не пойму, кто это. Сейчас все так, знаешь, здороваются там, привет, а ты смотришь так, кто это? Когда увидишь-то последний раз, наверное, осенью, да, или в кузне. В кузне.
Это когда, подожди, или год назад вообще весной? Полгода. Да? Ну ладно, сейчас надо чаще встречаться. Все, дела сделали, едем по домам. Заниматься своими. Ну что, Макс, ладно, давай. Все. До встречи, до связи. Успехов. Сегодня 9 мая, я решил еще раз заехать к ребятам. У них идет акция, раздают флаги. Но подробнее об акции сейчас расскажет Николай, попросил его, сейчас он подойдет. Сейчас вот это на Патрике получается, поедем по 24 адресам. А, вот вы сейчас развозите. Да. А зовут вас как? Владислав. Владислав, очень приятно. Ну Вот, или в узких кругах я известен как Ижма. Ижма. Ага. Ну, Вы- свои узнают. Вы волонтерите, да, сейчас тоже вот развозите? Ну, спасибо вам тоже огромное. А то я в тот раз мало с кем пообщался именно из волонтеров, которые в полях, потому что все взяли и уехали. Давно этим сейчас занимаетесь? Валя, а когда на Каландришвили штаб открывался? Какого числа? 20 марта, да? Ага. 17 уже начали работать. Так, я пришел 23 или 24 марта. Почти сразу получается, да? И все это. Да. Но что так я вам- на разъездах тоже не каждый день не бывает, потому что здесь в штабе работы хватает. А, вы еще и в штабе работаете? Да, ну здесь. Ага. Ну круто, спасибо большое за то, что помогаете. Рад был встретиться, Да, познакомиться. нормально. Николай, вот акция вот идет сейчас у вас с флагами. Еще вот про нее вкратце. Это Па- общероссийская пару акция. слов. Да, общероссийская акция. У нас же ведь отменили все мероприятия. Мгм. Чтобы принять участие в такой общероссийском движении, по всей стране отправили флаги. И эти флаги, по задумке организаторов, участники должны повесить на На окна. окне, на балконе, там, изнутри, там, снаружи. Ну, главное, чтобы на видную часть, где вот выход, допустим, из окна на какой-то проспект, там, во Мгм. двор. Мгм. Но- Это дезинфекция, извиняюсь, Да, у вас идет, да? Сейчас у нас, да, у нас есть же определенные, вас- это вот у нас волонтеры-медики, у них есть определенные требования, они через каждое определенное время проводят дезинфекцию и кварцевание, там, и все, у них там все четко по То есть своей части они все по работают. правилам, да? Да, да, Здорово. Спасибо. А вот, ребята, смотрите, у вас, я смотрю, еще много осталось неразвезенной помощи. Как вот, если кто-то захочет помочь, что нужно для начала сделать для Для этого? начала нужно зарегистрироваться на сайте Добро.рф, стать волонтером, получить официальный статус волонтера. Потому что просто так волонтером, зайдя с улицы и сказать «я хочу помочь», есть такие люди, но мы их сразу обязательно отправляем на проверку. То есть там нужно пройти определенную процедуру, получить сертификат волонтера, пройти обучение, там есть даже небольшой тест. После этого необходимо подойти на общий штаб, который у нас находится на Каландрашвили, и оставить там заявку. Если нужны будут люди, то на них уже выйдут и пригласят. На данный момент у нас количество волонтеров в принципе хватает. Хватает, да, сейчас у нас проблем в принципе с нехваткой людей нет. Это пакеты, это немного осталось, это только что привезли. Таких вот только что привезли и увозят у нас в течение дня, ну, наверное, раза 3 бывает. Полностью заполняется и полностью Ага. увозится. И вот в таком вот режиме мы и работаем. То есть, в Опять принципе, же, надо подчеркнуть, что это все на добровольной основе. Все люди от души, от чистого сердца, по собственной инициативе этим занимаются. Здесь никакого принуждения никому нет. Просто люди хотят помочь друг другу в этой ситуации. все, еще раз вам спасибо большое. Да, не за что. Надеюсь, люди нас поддержат. Спасибо. Друзья, поддержите волонтеров. Я прошу вас поддержать этот ролик комментарием, лайком, перешлите своим друзьям. Я обычно никогда этого не прошу, но сейчас это нужно именно вот этим ребятам. Я считаю, что нужно осветить их работу, их деятельность, чтобы больше людей об этом узнали и, возможно, больше людей захотели присоединиться и помочь. Инструкции примерно вы уже знаете. Так что у кого есть желание, у кого есть силы, кто еще просто не знал об этом, кому нужно было просто дать вектор, направление, дать путь, пожалуйста, присоединяйтесь. Ну а я был рад погрузиться вот в этот процесс, осветить ребят. Очень рад, что я с ним познакомился. Мне теперь вот, ну, совсем по-другому все это представляется работа, чем раньше, когда я просто об этом слышал как-то краем уха. Вот. Надеюсь, вам понравилось. Делайте добрые дела, помогайте другим. Счастливо.